Тысячи километров – знак памяти и благодарности. Сибай посетили участники агитперелета и автопробега, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Майским праздником дан старт. Сибайцы встретили День весны и труда. Заботы о подрастающем поколении. Ветеран Великой Отечественной войны, сибайский поэт и прозаик Иван Огнев выпустил азбуку для детей. Презентация книги состоялась на творческом вечере. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире новости. В студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. Сегодня в Сибае проходит этап агитперелета и автопробега «Золотое кольцо Башкортостана», посвященный 72-й годовщине Великой Победы. В эти минуты на территории, прилегающей к аэропорту, вы можете наблюдать за показательными выступлениями участников агитперелета. Мероприятия в рамках данного события проходили весь день. Участники акции «Золотое кольцо Башкортостана» уже не впервые прилетают в наш город. За все время проведения акции Сибай они навещают второй раз. Наряду с такими населенными пунктами, как Белорецк, Акьяр, Стерлитамак, Кумертау, Октябрьский, Нефтекамск, Верхние Татаршлы, наш город входит в маршрут так называемого «Золотого кольца». В преддверии 9 мая масштабная акция направлена на поддержание в Башкортостане праздничной атмосферы, доблести и гордости за нашу страну, подъем военно-патриотического духа молодежи, проявление внимания и уважения к ветеранам войны, увековечивание памяти погибших. Каждый третий военный летчик является воспитанником аэроклубов АСО-Авиахима, в оборонно-массовой деятельности которой зарождались истоки летного мастерства и массового героизма. Участники перелета одеты в форму летчиков образцов 1941-1943 годов, а также форменную одежду пилотов наших дней. В составе экипажа авиационные фотографы и журналисты из Москвы и Уфы, участники локальных военных конфликтов, известные пилоты и музыканты, победители чемпионата мира по спорту в сверхлегкой авиации. В перелете задействовано 11 единиц техники авиации общего назначения и 6 автомобилей ДОСААФ России Республики Башкортостан. Общая численность участников мероприятия – 46 человек. И мы запланировали за 8 дней, с 1 по 8 мая, пролететь 1500 километров по воздуху над республикой и 1800 километров по автомобильным дорогам. У нас на борту, помимо летчиков и водителей автомобилей, находятся журналисты. В том числе у нас вот здесь Валерий Смирнов, это член Союза журналистов России. У нас находится с нами Евгений Лебедев, это авиационный комментатор. Значит, он одновременно и фотограф. Также с нами находятся наши известные уфимские блогеры, журналисты, которые всю информацию о перелете оперативно в конце дня выкладывают на наши ресурсы, от которых уже берут все средства массовой информации, которым интересно следить за тем, что происходит. В каждом городе участники акции встречаются с детьми, ветеранами, участвуют в патриотических мероприятиях, посвященных Великой Победе. В конце перелета все материалы будут обобщены в специальном видеоролике. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Данил Алибаев, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Участники агитационного перелета и автопробега «Золотое кольцо Башкортостана» пробыли в нашем городе целый день. Они возложили цветы к обелиску «Вечный огонь», поучаствовали в церемонии вступления школьников в ряды патриотического движения «Юнармия», организовали показательные выступления и побывали на акции «Песни военной шинели». Обо всем этом мы расскажем в ближайшем выпуске новостей. Последний месяц весны для всех жителей страны долгожданное событие, ведь именно в мае так много праздничных теплых дней. Накануне сибайцы отмечали День весны и труда. Кроме того, были подведены итоги городского конкурса семейного творчества «Семья. Источник вдохновения». Теплый солнечный день, запах шашлыков и разных лакомств, яркие сувениры и воздушные шары. Ярмарка с участием предприятий местной промышленности, торговли и общественного питания радовала горожан разнообразием представленной продукции. По традиции, в праздник весны и труда состоялся и концерт с участием сольных исполнителей и творческих коллективов Сибая. Кроме того, в рамках него прошел и гала-концерт городского конкурса семейного творчества «Семья. Источник вдохновения». Как живем мы? Очень просто. Любим петь, играть, читать. И поделки мастерим, таланта нам не занимать. Пусть наш папа и не профи петь, плясать или танцевать, но зато прекрасно может, мне с детьми он помогает.
Песни, танцевальные номера, веселые сценки из жизни. Претенденты на победу в конкурсе подготовили свои оригинальные выступления. Вместе с детьми на сцену выходили мамы и папы, бабушки и дедушки. Цель такого мероприятия, по словам организаторов и лица отдела культуры, это прививание семейных ценностей молодому поколению. Всего за звание самой творческой и сплоченной боролись более 20 семей. Для гала-концерта были отобраны лучшие из лучших. Все они были отмечены в различных номинациях. Гран-при же досталось семье Нугамановых, которые представляли детский садик «Курай». Такие конкурсы семьи объединяют и сплочают. И, конечно же, подготовка к этому конкурсу нам помогли администрация нашего садика Халисова Гузаль Янбаевна. Также хочется выразить благодарность Хасаевой Гульшат Зияевне и всем, кто нам помогал. Хочется сказать огромное большое спасибо. Своими вокальными и хореографическими талантами порадовали творческие коллективы города. Каждый из артистов поздравлял сибайцев с праздником весны и труда и одаривал теплыми пожеланиями. 1 мая горожане встретили с улыбкой и на позитиве. 1 мая – это великий праздник, это весенний. Раньше мы вот такой праздник вообще красивый встречали, на демонстрации выходили. Самый-самый интересный, веселый праздник. 1 мая для меня это праздник, праздник веселья и весны. Чаще всего мы сюда выходим на площадь, чтобы посмотреть на концерт и повеселиться. 1 мая – это такой праздник, когда, например, отмечают, все люди собираются, какие-нибудь концерты устраивают, хороший урожай собирают. 1 мая – это в первую очередь праздник. Чаще всего гуляю с друзьями, иногда ездю с семьей куда-нибудь, хожу в гости. Это праздник весны и трудолюбия, день, который все должны улыбаться, чем-нибудь заниматься, не сидеть дома. В этот день ярко сияет солнце, и у всех радостные лица. И все очень рады и счастливы, что на площади такой радостный праздник и очень веселый. День труда – яркий весенний праздник, который уже на протяжении многих лет традиционно отмечается народными гуляниями, выступлениями артистов, ярмарками и другими мероприятиями. Каждое поколение связывает этот день с разными событиями. Но в любом случае это долгожданный праздник, который знаменует приход тепла, пробуждение природы и дарит надежду на светлое будущее. Лена Кириллова, Евдокия Титаренко, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Еще один долгожданный праздник мая – День Великой Победы. В преддверии этой значимой даты в актовом зале 12-й школы состоялся творческий вечер сибайского поэта, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Огнева, свидетеля той роковой эпохи, сумевшего запечатлеть героический опыт советского народа в своих самобытных произведениях. Ренат Музафаров расскажет подробнее. Воспоминания о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны, разговоры о природе человеческого счастья в кругу друзей и непременно на языке высокой поэзии. На творческом вечере Ивана Огнева, ветерана Великой Отечественной войны, местного поэта и прозаика, собрались близкие люди, а также почитатели его самобытного творчества из числа почетных граждан Сибая. Организатором мероприятия выступил коллектив детского сада «Снегурочка». Они подготовили театральные номера, обогатив авторские произведения тематическими инсценировками и музыкальными вставками. Неоднократно за вечер с декламацией к собравшимся обращался и личный хозяин творческого вечера. Без вас не мыслю жизни я. Поклон тебе, моя Россия, поклон тебе, мой край родной. Я вас люблю со всей силой, и мне не нужен край другой. Люблю вас преданно и нежно, как любит мать своих детей, как сын лесов ваших волшебных, привольных девственных степей. Родился я в лесу дремучем, в разгар крещенских холодов, и был крещен в мороз трескучий, в воде растопленных снегов.
Ивану Григорьевичу, представителю военного поколения, выпала непростая судьба. Родился и рос в хуторе Огнево-Зелаирского района, уже в 7 лет начал работать погонщиком, выполнял все деревенские работы наравне со взрослыми. Окончив 7 классов, продолжать учебу не смог. Нужно было помогать семье. В 1942 году в возрасте 18 лет был призван в армию, принимал участие в сражениях русско-японской войны 1945 года, перенес тяжелые ранения и был демобилизован из армии 20 марта 1947 года. С этого периода жил и работал в Сибае. За 40 лет трудового стажа в геолого-разведочной партии Иван Григорьевич дорос от рядового нормировщика до начальника планового отдела. Непростой жизненный путь, опыт и большая житейская мудрость нашли отражение в самобытном творчестве поэта и прозаика Огнева. Как признался ветеран на творческом вечере, дать волю музе и впервые попробовать себя в роли поэта он решился, только выйдя на заслуженный отдых. За годы плодотворной деятельности на этом поприще Иван Григорьевич успел написать множество сочинений и стать лауреатом различных литературных конкурсов. Писать я начал, я в газете сотрудничал, а потом, значит, конкурс был. Ну и писали, потом конкурс прекратился, все ребята пишут стихи, а я нет, думаю, давай я напишу тоже. И написал, напечатали, так пошло вот потихоньку все. Сибайцы знакомы с творчеством Ивана Огнева по многократным публикациям его произведений в газете «Сибайский рабочий». Он является автором сборников стихов «Под сводом небесным», «Дети в огне Великой Отечественной войны», а также других собраний сочинений различных литературных жанров. Лейтмотивом его произведений неизменно служит стремление человеческой души к счастью, благодеянию. Подтверждая собственным примером данный тезис, недавно ветеран выпустил стихотворную азбуку собственного сочинения. В завершении творческого вечера экземпляры детской книжки были переданы представителям детских садов города Сибай. Я думаю, каждый гражданин города Сибая, каждый горожанин города Сибая знаком с творчеством Ивана Григорьевича, прежде всего со страниц газеты «Сибайский рабочий». И также мы, коллектив детского сада, конечно, мы знакомы с творчеством, но нас особенно сейчас порадовало то, что вышла азбука Ивана Григорьевича Огнева для детей старшего дошкольного возраста. Читая эту книгу, каждый ребенок детского сада может научиться читать. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Вечная слава нашим ветеранам, благодаря которым мы живем в мирное время и не знаем, что такое свист пуль и взрывы гранат. Тем не менее, граждане должны быть готовы к любым ситуациям, в том числе и к чрезвычайным. С этой целью в Сибае проводятся учебные тренировки. Очередная посвящалась проверке готовности населения к газовой и радиоактивной атакам. Здравствуйте, товарищи! Учения ГОЧС на постоянной основе проводятся с целью обеспечить готовность населения к непредвиденным чрезвычайным ситуациям, напомнить алгоритм действий в случае ЧП и на практике отработать все основные моменты. Очередная тренировка для коллективов предприятий и организаций города прошла на стадионе «Труд». На учениях свою готовность к чрезвычайным ситуациям демонстрировали работники Сибайского филиала Учеринского горно-обогатительного комбината, Сибайских электрических сетей «Башкирэнерго», Сибайского предприятия «Газпром-Трансгаз Уфа» и поста «Архаян» единой дежурной диспетчерской службы гражданской защиты. На первом этапе учебной тренировки состоялась проверка оснащенности постов необходимыми приборами, медикаментами, спецодеждой и другими средствами. Отрабатываем норматив номер 8-9 совмещенных. Средства защиты кожи, средства защиты органов дыхания, противогаз. Внимание! Газы! Второй этап учений – отработка нормативов защиты от оружия массового поражения – состоялся в здании администрации города. Завершающим этапом стали тактико-специальные учения на постах радиационно-химического наблюдения. Тактико-специальное учение с постами Архаян по определению локального источника радиоактивного излучения, стронция-90 – это бета-лучи, и по определению отравляющих веществ в воздухе, удушающего действия и определение фактических метеоусловий. Это значит, посты будут определять скорость ветра и направление ветра. Основываясь на результатах всех этапов учебной тренировки, будут сделаны выводы, в каких направлениях население готово к чрезвычайным ситуациям, а какие слабые места необходимо проработать. Только работа над ошибками может быть гарантом того, что в условиях ЧС действия людей будут четкими и правильными.
Ляна Кириллова, Данила Любаев, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Такими были новости вторника. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. А я прощаюсь с вами, хорошей недели и всего доброго.